Как отметил Лев Шамба, мероприятие в двух главных российских городах было проведено на высочайшем уровне. Помимо празднования для приглашенных гостей были организованы экскурсии по достопримечательностям Санкт-Петербурга и Москвы. Много раз на всяких праздниках бывал, и в советское время бывал, и после распада Советского Союза. Но я первый раз увидел такой грандиозный государственный праздник. Я не постесняюсь этого сказать. Грандиозный государственный праздник, потому что в этом празднике приняли участие все граждане, патриотически настроенные, все граждане, как выразился один очень уважаемый коммунист, вице-спикер в Государственной Думе Мельников, сказал, что здесь сегодня присутствуют все патриотические силы России. В празднике участвовал представитель от Путина, зачитали телеграмму приветствия. Геннадий Зюганов передал 55 памятных подарков для абхазских коммунистов. Юбилейные медали лично вручал глава Коммунистической партии Абхазии Лев Шамба. У нас своя коммунистическая партия, но мы все выросли на идеях Октябрьской революции, и эти контакты продолжаются. Мы выражаем благодарность тем, кто вспомнил нас. Всех благ им пожелаем, успехов в их политической борьбе. А вам, коммунистам Абхазии, всех благ. Член Компартии Абхазии Игорь Ладарий отметил, что на данный момент проводятся работы по привлечению в коммунистическое движение молодежь. В частности, планируется провести конференцию по вопросам расширения деятельности Компартии. За последнее время в партию вступило около 25 человек, что, по словам Игоря Ладария, свидетельствует о перспективных коммунистических движениях в нашей стране. Сегодня прошли награды, понаграждали наших коммунистов, вот ЦК Компартии Российской Федерации, столетие Великой Октябрьской революции, медаль. Она похожа, кстати, на орден, который был раньше, награждался выдающимся людям от Октябрьской социалистической революции. Факт, что идеи Маркса, Ленина живы, они воплощаются в деятельность, в жизнь. Вторая экономика сегодня в мире – это коммунистического Китая. Много чего можно брать и от Кубы, и от других стран, где у власти находятся коммунистические лидеры. Поэтому, конечно, это говорит о том, что и у нас в Абхазии всегда эти идеи социальной справедливости жили. Этими представителями были прежде всего наши первые лидеры. Это Ефрем Эшба, Нестор Лакоба. Это был приверженцем такой идеи наш первый президент нового независимого государства Владислав Григорьевич Ардзинба. Награждение памятными медалями прошло в теплой атмосфере. Коммунисты смогли пообщаться и вспомнить былые времена. Тамара Ачпа, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение.